2 часа дня уже. Считай, больше половины дня уже прошло. Сейчас направляюсь на озеро. Будем спасать блесну. И будем на ужин ловить щуку. Так что посмотрим, что из этого получится. У меня лодка тут. Вон она. План тут рядом. Отдохнул, подсох немножко. Ведро взял. Ведро взял для рыбы. Как ни крути, но надо поймать что-то. Пожарить сегодня. Да, айда. Ой, да, айда, говорю. Аспач, тула аспач. Нельзя. Сиди там. Так. Тут недалеко, в принципе. На озере дофига этих лягушек. До черта их. Засоряется тоже. Это озеро, блин, каждый год деревья валятся на него, на это озеро. Вон сколько поваленных. А под водой что творится вообще? Осенью, когда листва падает, листва желтая, и на дне лежат, так дно видишь все. И силуэты этих коряк, все видно. Вон он лежит там. Ладно, короче, плыву до спиннинга, там включусь. А, вот он. Блин, я уж потерял. Вон она, удочка. Катушку заметил. Первоначально, потом этот кончик зеленый. Так. Ладно, сейчас удочку возьму. Спиннинг-то есть, и буду наматывать. Посмотрим, что за коряга там. Так. Вот так вот. Консумер. Консумер. Так. Ну вот. Все. Так. А, вон он. Мощная коряга там. Блин, прям на него я попал. Там береза. И вон блесна я вижу. Блесну я вижу, но не знаю, получится нет. Снять оттуда. А, все. Отцепилась сама. Ну что, буду рыбачить. Что-то поймаю или нет там. Надо вечером или рано утром. И зацепиться. Опять эта береза тут. Не люблю я это занятие, это. Если щука есть и берет, быстро можно поймать. Если нет, так нет. На гигабайты я сжигать не буду ради этой рыбалки. Если что-нибудь поймаю, включусь.
Фиг знает. Там вчерашний подход. Ну, похоже на рыбу было. Там проверю. Лодка маленькая, блин. Опасная какая-то. Но укоротил лодку я почти на метр, наверное. Один конец сгнил. И пришлось укоротить. Но видео было как-то. Старые подписчики мои, кто с первого дня со мной, видели, как все это я делал. Не помню, вот, как называется это видео. Ну, тоже поход был, в принципе. Так, ну, тут еще покидаю и куда-нибудь еще в другое место съезжу. Тучи сгущаются, блин. Может быть, даже и будет дождь. Не хочет. Да. Для щуки сейчас навалом этого. Этих лягушек, блин. Опять зацеп, что ли, у меня. Лягушки. Мелкие рыбешки там. Сожрал одну лягушку и неделю можно не думать, что тебе хочется есть. Так. Так, ладно. Меняем место. Лодка короткая, блин, вообще не идет. Вчера я тут пилил. Ну, небольшой коридорчик себе сделал, чтобы ходить тут на лодке. Одну осину только тут. Вторая выше, она не мешает. Вся объятая бобрами или зайцем. Так и не мог понять. Может лоси. Может и быть лоси. Сейчас вон там еще осина. Вчера я не останавливался. Сейчас глянем. Но это уже 100% лоси там. Может осенью были. Зимой вроде следов тут не было. Не видел поблизости от избы следы. Так. Ну это лоси, да. Это лосиные следы. Кормились. Следов свежих не наблюдаю. Дерево уже сухое. Ну, в принципе, подходили. Это уже весной сейчас. Весной сейчас уже тоже следы есть. Вон. А дерево сухое уже все. Объели все. И помогали зайцы также. Вон. Зайцы тоже помогали. Но в основном пировали тут зайцы. Я смотрю. Ну и лоси были. Лосиные следы, вот. Вот это 100% подсказка того, что лоси уже в этом году ходили. Вон, грязь поднимали.
поблизости, так вот это уже осенью они ломали. Да, это прошлогоднее. Короче, как я понял, тут с осенью уже кормились зайцы и лоси. И еще один подход был. Проходной. Лось еще прошел. Вот следы. В эту сторону пришел. Вроде одиночка. Да. Вот такая картина. Кукушки, между прочим, начали уже куковать. Это уже, считай, тепло, значит. Скоро комарье выйдет, блин. Да. Это уже прошлогодний. Я, значит, в прошлом году я тут не проходил. Я в прошлом году весной, наверное, проходил тут. А это уже с осени тут этот валежник лежит. Просто мне интересно. Вот все это мне интересно. Вот это чесали уже очень давно. Вон, пробовал. Это тоже лосиные. После этого уже дополнительно приходили вот. Лоси кормились. Но он сухой, становится уже сухое дерево, и все это уже забросят. Они любят, когда вот свежее все. Повалило это ветром, видать, в разные стороны. Так, ладно. Идем дальше. Вечереет. Начинается дождь. Заготавливаю дрова. Сейчас на пару часов еще с Туланом ходим. Вернее, съездим в одно место. И будем готовить ужин. Блин, время летит. Вроде только встали. Уже вечер. Думал, делать нечего. А шиш. Туда, то сюда надо бежать. Тут немножко дрова заготовлю. Блин, может, сколько будет там дождь идти. Да и завтра вроде дожди опять тоже. Сегодня еще переночую, потому что в задумках у меня завтра еще некоторые работы здесь делать. И до осени, чтобы об этом не думать.
Блин, какая-то духота на улице. Ни ветра, ничего. 2 дня уже. 2-й день проходит. И дрова еще не убрала сюда. И фиг с ним. Завтра, если что, этим займусь. Сегодня точно не успею. Есть неотложные работы, которые надо сделать сегодня, блядь. Так, ну, на сегодня, в принципе, хватит. Да и останется еще. Фу, хорошо. Вот так. Елка, хорошие дрова. Вообще обожаю я елку. Жар идеальный. Дым вообще мало. Дыма не коптит. Классная дрова. Печка долго не набивается вот такими дровами. А сосна и береза, она, блин, коптит. Чуть-чуть коротковато, на навес надо было бы сантиметров 15, если было подлиннее, на навес. Так. Так этот горбыль, подгорбыльный, не столь важен для меня. Основное там более-менее, которые... Тулган очень много чесаться стал. Я не знаю почему. Может, клещи действительно уже появились. Хотя ни разу такого еще не было, чтобы в нашем месте клещ где-то был. Так, ладно, сейчас я это куда-нибудь еще закину. Или под амбар можно. Тулан, гляньте тем. Проскочили. Короче, возвращаемся уже мы домой. Сырые,
Мама, не горюй. Погуляли. Погуляли, как говорится. Когда спускались, тут я немножко порубил топором, потому что вода упала и уже вон те сучья, которые вот торчат, мешают. Прижала, короче, лодку. А, Тулан, давай, лок, все. Лок. Ой. Сейчас до избы дойдем, доедем, потом я его на другом берегу оставлю. Ну ничего, не стал снимать, ребят. Просто ужасно шел дождь, как выехали. Лок, лок, давай, все, все, лок мунам, лок все. Тулан, лок, колявен. Будешь тут торчать потом. Лок, все, лок мунам, все, давай, пошли. Лок, все, давай, пошли. Так, что-то мотор опять как будто неустойчиво работает, блин. Как будто повторяется та же самая картина. Обороты не набирает. Опять, наверное, какой-то мусор, микромусор в карбюратор попал. Не знаю, главное, как он попадает. Сейчас вроде нормально едет, да, нормально идет. И по волнам я смотрю, вот как волна идет. Откидывает воду. Хорошо откидывает. И чуть-чуть проясняется. Хоть бы перестал этот дождь. Ой, как он нам не нужен. Ладно, едем дальше. Тут я его оставлю. Я его оставлю, ребят, на другом берегу. Тетя, ман, тетя, давай. Здесь молоток, как говорится. Ай, блин. Жало. Вот так. Все, Тулан. Сам перейдешь. Ноги длинные, пусть бегает. Вот он где. Сегодня много топтался, блин, когда оставлял. Кругом следы вон. Долго там, почти 2 часа он туда-сюда, видимо, бегал. Долго он не перешел. Не знаю, сейчас сколько выдержит. Перехода тут для него нету. Только сам, если. Ну вот. Мы на месте. Вода, между прочим, с утра где-то сантиметра 3 уже упала. Слышите звук природы? Птицы поют. Звук дождя шуршит. Тулан там лает. Там на берегу. Видит, надо. Вон. Сел и сидит. Лок! Лок где? Ладно,
Оставим, пускай лает. Как надоест, придет. Воет, блин. Думал, гробовая тишина там. Нет, на другом берегу еще воет. Ну, характер, блин. Тупой характер, между прочим, блин. Свой страх не может преодолеть никак. И этот дождь тоже, когда уж перестанет. Да, лает еще. Пускай лает. Пускай лает. Часик два. Подожду. Так, в первую очередь затопим печку. Время у нас 7 часов вечера уже. Ё-моё, блин. Ай. Так, надо ужин приготовить. Затоплю печку и на печке я буду готовить ужин. Потому что костер уже разводить не буду. Штанишка там все сырые. Я уже заранее дрова как бы заготовил. И печка у меня уже. До избы его лай слышен, блин. Вот так, ребят. Это очередной вечер у нас. Подготовка к ночлегу. Будем так скажем. Поужинаем и будем ночевать. Завтра уже будем ехать домой. Вот так вот. Только что затопил печку, и я увидел бездельника, ребят. Коннете? Тулан. Вот он. Вон он, ребят. Примерно 20 минут я его ждал. Ну вот, пока пришел, затопил печку, и все, он прискакал. Это уже сперва час 40, сейчас 20 минут. Следующий раз оставим, через 15 минут уже прискачет. И так научится. Это уже получается второй раз он быстрее перешел речку. Он уже начинает понимать, что лай не, хоть вой там, лай, все равно тебя не спасет, если сам себя 1, 2, 3, 4 урока, и эта собака будет переходить речку. Так что все нормально. Тлан, молодец. Ну что, ребят, сегодня мы рыбачили на спиннинг, пытались поймать щуку, но щуку мы так и не поймали. Но жаркое из щуки все равно будет, как ни крути. Вот такие экземплярчики у нас. Стандарт, самые вкусные. И я сейчас пожарю вот такие 2 щучки и окушки. У меня уже как бы предварительно уже я помыл. Сейчас, Тулан, я тебя тоже накормлю. И я буду жарить. Тоже не раз меня спрашивали, как, Олег, ты жаришь, может какое-то национальное жаркое там. В принципе, ничем не отличается от жарки, как сказать, что в России, в Ютубе вижу. Все одинаково. На кусочки режешь, можно пополам, чтобы влезло в сковороду. И кладешь их рядами. Вот так вот. Ну и вторую щучку еще.
Да? План. Молодец. Переплыл, и то ладно. Я уже думал, придется за тобой еще бежать в такую погоду. Вот так вот. Вот такая сковорода, ребят, получилась. Вон. Вкуснятины. Голову я отделил. Голову я дам собаке. Как бы у него... Что-то он чесаться стал слишком много. Не знаю почему. Раньше как будто не замечал. Но сейчас мех меняет. Это уже последние дни. В основном мех уже он поменял все. А так чешется все время. Ну что еще добавить? Я специй в жаркое никогда не добавляю. Добавляю только морскую рыбу. Добавляю только морскую рыбу, когда жарю там минтай или еще какую-то рыбу, путасу, без разницы. Горбуша там жарим еще, но горбуша она чуть-чуть суховатая. А вот свежевыловленную рыбу я никогда ничего не добавляю. В прикуску можно лук, в прикуску есть. Это подходит к такому блюду, к рыбе. А вот чтобы добавлять жаркое, ну, я не стараюсь. Дальше что хотел сказать. И национальное блюдо из щуки, черенянь так называется, рыбник еще по-другому. Вот это национальное блюдо из рыбы. Это еще мы как говорим, вот если большая крупная щука попадает, мы говорим череняня хиршеды. Ну, как бы на рыбник такая щука вот попалась. А мелкие так, мелочь там туда-сюда, как называем. Это средние щучки. Бывает меньше, бывает покрупнее, но этот размер самый как раз вот такой ништяковский, он вкусный. Спорьте, не спорьте, он самый нежный и вкусное мясо у него. У крупную рыбу азартно так ловить. И это интересно в своей жизни, если ты крупную рыбу поймаешь, это на века запомнишь, там будешь там вспоминать всю жизнь. А если на вкус, крупная рыба, она как-то суховатая получается. Ну, что поймаешь, то и ладно. Зачем капризничать там крупная, мелкая там. Слишком мелкую, конечно же, надо отпускать. А среднюю, крупную, конечно же, если попадет, берем. Дальше я растительное масло добавляю. Добавляю не жалея. Вот это да. Как бы лучше, конечно, сливочное масло. Сливочное, но оно, к сожалению, дороговато обходится. И я всегда заливаю много масла. Почему? Спрашивается. Жарится хорошо. Как бы у рыбы сок выходит, смешается с растительным маслом, и такой бульончик получается. Также, если, скажем, эту рыбу на другой день оставишь, ты, или еще больше там можно добавить, и растительное масло на другой день оставишь эту рыбу, скажем, в холодильнике, в сковороде, там желе получается, и она вообще идеально вкусная. Также вот это все дело, как бы, когда сок выходит, в растительном масле размешивается, ты рыбу съел, и уже после того, как съел рыбу, ты макаешь хлеб. Это сочная жидкость, так называемая. Вдвойне вкусно получается. Ну и в конце я солю. Солю по вкусу тоже. Это уже кто-то соленым ест, кто-то меньше соли употребляет. Вот такой ужин, ребят, у меня сегодня. Жаркое из щуки и окуня.
многим интересно, как я поймал. А как я поймал, это будет небольшой тайной. Все секреты я раскрывать не буду. Вы хотели, вы увидели. На природе в Коми жарит рыбу. Вот и все дела. Так что сезон только начинается рыбалки, чтобы всем везло. Поймайте трофеи, поделитесь с Олегом с фотографией. У меня в Одноклассниках, ВКонтакте есть страницы, найдете. Арсений Олег, напишите, и я выйду. В любой точке мира в интернете. Так что я ни от кого не скрываю себя. Делитесь фотографиями, пишите комментарии. Смотрите мои фильмы. А я немножко подустал, но мне надо приготовить еще ужин. И что? Отдыхать. Встретимся за ужином, одним словом. Сейчас я накормлю собаку.